А можно я добавлю, да? Да, кто у нас? Ренат? Ренат, да, Ренат. Я просто хотел сказать, что у Абдулхамида Шашимбича Джанибекова мама была юртовская нагайка как раз. Вот, Асия. Поэтому, собственно, это еще раз доказывает, что они всегда себя ассоциировали именно с ногайским народом, и как бы, никаких проблем в этом я не вижу. Вот я вообще хочу сказать, что главная моя мысль, главный мой посыл, что когда ты говоришь «Салам Ногайдесен», когда ты говоришь «Здравствуй, Нагаец», как бы если ты татарин, то как это в тебя отзовется? Это же мало как отзовется в твоем сердце, но если ты нагаец, ты ты всегда будешь это чувствовать. И нам сегодня абсолютно ничего не мешает общаться с нашими друзьями, такими же, как и мы, там, от Симферополя и там до Астрахани. Мы все можем называться как угодно. Мы можем называться эфиопами, замбийцами и лаосцами, но, тем не менее, есть на что-то, что мы чувствуем это друг в друге. Вот. Ногайшылык деген, это пресловутое слово ногайшылык, мы все это чувствуем, мы это знаем, но, видимо, сегодня настало то время, когда нужно это проговорить вслух. Вот и все. Леонид Дамирович, можно мне дать комментарий? Обязательно. Леонид Дамирович, я внимательно послушала участников конференции, очень живая беседа благодаря вашей такой умелой работе, но я хотела бы пояснить проблему языковой политики в этом ЦК ВКПБ в 20-30-х годах. Вот это все сейчас поставит на свои места. Большевики, придя к власти, они были устремлены политикой проведения мировой революции, создания пролетарской культуры и единой общности. Поэтому они большого языка, сохранению родных языков и этнокультуры народов Российской Федерации на то время, в 20-е годы, не придавали. И предполагаю, что постепенно все национальные грани будут стерты, будет создан один единый народ, это пролетарский интернационализм. Они верили и в идею свершения мировой революции. Поэтому большевики предполагали, что будет один крупный, там, первоначально славянский народ, и еще какие-то народы, у нас там финно-угорские, тюркские, так называемые татары и так далее. И поэтому большого значения тому, что кто-то кого-то там переписывал и старался кого-то татаризировать, кого-то русифицировать или еще что-то делать, не придавали. Вот эта проблематика, которую я 2 года тщательно изучала при написании политики, книжной политики, национальной книги в СССР. Поэтому, когда в 20-е годы думали, что будет всего постепенно в Советском Союзе всего 6 где-то приблизительно крупных языков. Постепенно будет сформирован один язык, и потом мировой пролетариат будет говорить на одном интернациональном языке. Были горячие головы, которые предлагали перевести на латиницу и кириллицу, чтобы мировой пролетариат мог читать работы и Толстого, и Пушкина, и Лермонтова. Но, как показывает практика, этому осуществиться не было дано. За 70 лет советской власти это не смогли сделать. В регионах проживания нагайцев, наших кубанских нагайцев, Умар Алиев хотел обучать нагайцев на карачаевском языке. И когда Северокавказский крайком партии поставил вопрос об издании книг для кубанских нагайцев, Умар Алиев отвечает, письменно сохранилось его текст письма. Он пишет: мы на карачаевском языке издаем книги, по ним будут обучаться балкарцы, туркмены, нагаи. Имеется в виду туркмены, проживавшие на территории Ставропольского края, и кубанские нагаи.
Кумыки, в свою очередь, тоже хотели свою численность и территорию увеличить за счет нагайцев. И при переписи без ведома нагайцев бабаюртовские нагаи узнали, что они стали кумыками. Такая же ситуация произошла и в Нижнем Поволжье. Языковая политика большевиков, направленная на лишение национальной идентичности и языковой культуры, была направлена на это. Большинство в ЦК ВКПБ, как я говорила, было татар, и они играли главенствующую роль. И на всех руководящих постах были они. И вот этот учительский десант, который забросили к астраханским нагайцам, к коронагайцам, это была целенаправленная политика. И это надо признавать. Понимаете, если мы сегодня не проведем ценностную переоценку того, что проводилось большевиками, их ошибки и заблуждения, которые впоследствии привели к распаду Советского Союза, мы не будем дальше развиваться. У вас там в Астрахани очень хорошие условия, база хорошая, у вас есть вузы, музеи, архивы, все в шаговой доступности. Поэтому я, когда приезжаю в Астрахань, всегда прошу астраханских нагайцев, чтобы они обязательно всегда готовили кадров из своих представителей, из юртовских, из карагашей, носителей вот этой этнокультуры, поскольку и архивы, и носители этой информации покуда еще есть. Есть хорошие у вас в семьях фотографии старинные, домашние архивы, коллекции, рукописи. Сейчас есть возможность изучить и арабскую графику, и научиться читать на тюрки. Сейчас информационные технологии очень хорошие, молодежь оснащена хорошо всем необходимым. Поэтому у меня просьба, я обращаюсь ко всем астраханским нагайцам и вообще ко всем нагайцам: изучайте свои корни. Лучше того, чем мы, нагайцы, напишем историю своего народа, никто за нас ее не напишет. Спасибо за внимание. Спасибо. Если можно, просто добавлю. Да. Я как бы хотел отметить, может быть, это не для записи. В этом году мы хотим отметить 30-летие общества нагайской культуры «Берлик», 30-летие этнокультурного движения нагайцев в Астраханской области. Мы планировали это дело в Шке Абдулхамида Джанибекова, когда они бредили вот этим нагайским фольклором, хотели ехать к коронагайцам, имеется в виду с позиции того, что слышали, что там сохранилось очень многое, да, вот откуда это интерес Джанибекова вот именно к Кавказу, да, вот это, оказывается, и Абдулхамид, точнее, Абдрахман Умеров об этом ему тоже говорил, они это обсуждали. И вот такие моменты есть. И еще интересный факт, да, вот Абдрахман Умеров по последней статье из Казани, в частности, один историк написал, что, в общем-то, Абдрахман Умеров и темы, касающиеся вот именно нагайцев Кавказа, тоже для него очень были близки. В 25 году он был на Кавказе, и вопросы, связанные с возможностью создания Ногайской республики, оказывается, он тоже об этом ставил на Кавказе, что интересно. То есть он видел, конечно же, спасение вот именно культуры в рамках этнотерриториальной организации. И в советское время об этом говорил. Вот. То, что вот еще такие хорошие слова вот есть у Мухтара Авезова на наши вот информационные продукты, которые в сети выходят. Он, в принципе, правильно говорит, что многие движения вот в ногайской теме начинаются из Астрахани. Но я думаю, что вот здесь вот мы стоим на этом пороге, если все правильно сделаем, объединимся, позитивно все если будем делать, то есть без всяких вот именно противоречий, столкновений, то я думаю, это будет хорошее движение, которое, получит какой-то охват и подхвачено будет другими регионами. Спасибо всем большое за круглый стол, Амир Дамирович, спасибо за организацию. Я думаю, мы будем дальше продолжать и работать. В частности, советую работать проектным методом. Вот хотелось бы на это обратить внимание. Тема языка одна из актуальных для нас сейчас. Да, можно свое сказать. Смаил, вы что-то хотели сказать? Да, Амир Дамирович, хотел бы сказать, потому что сейчас Ильдар сказал, что у нас тоже вот Тахир Акмамбетов есть такой писатель. От него я недавно слышал, что Умеров, будучи в Дагестане, он уговаривал сулакских нагайцев и бабаюртовских, которые там живут, да, среди кумыков, что
для сохранения нагайского народа им следует переселиться поближе к нам, к Каранагаям или в Астрахань, что нужно собираться в одном месте, слишком разрозненные нагайцы. В то время, он более 100 лет назад, да, вот это он понимал, не более 100 лет, ну, 100 лет назад, примерно, да, что нам надо собираться в одном месте. Вот такую проблему он, оказывается, тогда затрагивал. И потом мне хотелось бы сказать большое спасибо вот этим людям, которые вам всем, да, и вот Ильдару. Вот сейчас вот в наше время мы там в Дагестане, там, мы же все наблюдаем вот эту вашу активность по тому, чтобы показать Нагаям Астрахани, что они именно Нагаи, что мы все один народ. Например, в моей семье с детства я воспитан так, что мы вот не ощущали астраханских нагаев татарами, да, вот. Мы общались, мои двоюродные братья астраханские нугаи, я кавказский нагаев, мы были органичным, единым целым. Именно к этому мы должны вернуться, иншаллах, думаю, и вот ваши усилия, думаю, к этому приведут. Сам тоже, вот, думаю, вот переехал в Астрахань, сейчас переезжаю, и вот, как бы сказать, вот Астрахань, на мой взгляд, должна стать основным центром нагайской культуры, нагайской общественной жизни. Вот к этому мы должны стремиться, на мой взгляд. Спасибо вам за эту передачу. Интернета, век новых технологий, поэтому, я думаю, связи культурные, исторические, прочие, между теми ареалами обитания нагайцев, проживающих на территории Российской Федерации, будут только укрепляться. То есть каждая этническая группа нагайцев, проживающих на тех или иных территориях нашей страны, будет возрождать свою культуру, поднимать ее на новый уровень, ну и делиться опытом друг с другом. То есть мы, где бы ни проживали, мы живем на своей земле. Что на Кавказе, что в Крыму, что в Ставрополье, что в Астрахани. Так, интересно, сегодня подходит к концу. Все выступающие уже свое слово сказали. Хотим особенно подчеркнуть, что мы ни в коем случае не отождествляем наших оппонентов и весь братский татарский народ. Отдельные лица, которые ведут нездоровую политику, не должны стать препятствием для дружбы наших народов. Но ошибки, которые были совершены в прошлом, за них, конечно, нести ответственность потомки не должны. Но эти ошибки мы должны с вами исправить. Поэтому вот наше сейчас движение по возрождению нагайской идентичности, в частности, у юртовских нагаев, участие Карагаш нагаев, который происходит в Нижнем Поволжье, они направлены именно на исправление определенных ошибок прошлого. Но ни в коем случае они не несут такой разрушительный характер. То есть мы только выступаем за сотрудничество. За сотрудничество, которое бы дало определенные положительные плоды для всех граждан Российской Федерации. Спасибо всем, кто нашел время и уделил его для вот данного круглого стола. Всем желаю здоровья, успехов в нашем общем деле. До свидания. Салам алейкум.